Добрый день, дорогие друзья. Мы находимся в городе Кызыл, что в переводе на русский означает «красный». Он назывался так не всегда. Мы находимся в Национальном музее Республики Тува. Кто смотрит за нашими программами, знает, что мы здесь не первый раз далеко. Но этот год особенный. Через пару дней республика отметит 80-летие добровольного вхождения Тувинской Народной Республики в состав Советского Союза. Октябрь 1944 года, когда у нас все было очень плохо, да? Шла Великая Отечественная война, гибли миллионы людей. И, в общем, тогда особо к нам, может быть, никто и не стремился, кроме Тувы. Поэтому для нас, можно сказать, святое дело познакомить вас с основными периодами развития Тувы, потому что, к сожалению, для нас, у нас про Америку много знают, там, про Германию, про Туву мало. Итак, смотрим сюда. Здесь у нас Николай II. И вы знаете, мы коммунисты, мы, в принципе, к нему относимся не очень хорошо, но в данном случае. Итак, Тува, тувинцы. Хотя с виду они похожи на монголов. У них вот и обычаи очень многие такие кухни. Это тюркский народ. То есть родственники алтайцев, хакасов, киргизов, казахов. Кстати, говорят даже, что территория нынешней Тувы – это родина всех тюркских народов. Озеро Чагатай. Туда очень многие приезжают. Итак, очень долгое время Тува находилась сначала под властью монгольских ханов, а потом вместе с Монголией, вот уже в 17 веке, она подпала под влияние колониально-цинского Китая, маньчжурской династии. Китайские феодалы над тувинским народом, как и над остальными, сильно издевались, то есть они брали дани, и попробуй там не отдай, голова с плеч, насаживалась на колья. В общем, страдало тувинское население от китайских феодалов, как и сама Монголия, которая тоже тогда была под властью Китая. В 1911 году в Китае произошла революция. Цинская династия, монархическая, была свергнута, была провозглашена Китайская республика, во главе которой сначала стоял очень большой друг нашего народа Сунь Яцен. Но смысл для Тувы был такой, что и Монголия, и Тува, они захотели приобрести независимость и обратились за поддержкой к России, к Николаю II. И в 1914 году, прямо вот незадолго до начала Первой мировой войны, Николай II, вот этот главный документ, наложил резолюцию на докладную записку министра иностранных дел Российской империи Сазонова о том, что вот тувинские найоны, в Туве и Монголии так называли князей, феодалов, вот у которых были там большие стада, элита, как бы сейчас сказали, они попросили принять Туву, который тогда у нас назывался Уренхайский край, под протекторат Российской империи. И Николай II завизировал докладную записку, что да, в общем, мы принимаем Туву под покровительство России. И после этого в Туве, мы сейчас в Кызыле, красном городе, значит, русским резидентом был основан город Белоцарск в честь царя, потому что тувинцы, феодалы, которые приносили присягу верности царю Николаю II, по-тувински называли нашего царя Белый царь, по контрасту с желтым царем, китайским императором, которого вот уже не было, да, китайского императора свергли. Так что вот этот документ, видите, 29 марта 2014 года, вот, Комбуда Ржу, это, уж извините, надо привыкать к тувинским именам и названиям, это, верховный князь Тувы, что ли, вот было несколько князей найонов, и был верховный князь, вот, который от имени, значит, тувинского народа просил принять под руку Российской империи тувинский народ, Уренхайский край. Вот об этом повествует эта экспозиция. Так вот примерно жили тувинцы в то время. Вот, пожалуйста, показано здесь все. И идем дальше, да? Так, а теперь мы с вами находимся вообще в уникальном зале Тувинского национального музея, о котором, я думаю, 80% населения России даже не подозревает, а зря. У нас ведь как считается, что до Великой Отечественной войны социализм строила одна страна, это Советский Союз, и она находилась во враждебном окружении империалистических государств. Это неправда, потому что вместе с нами тогда социализм строило еще два государства. Это Монгольская Народная Республика и Тувинская Народная Республика,
которая была независимым государством вот с 21 по 44 год. Вот флаги. Тар – это Тувинская Аратская республика. Арат – это, так сказать, пастух, земледелец. Народная республика. Пожалуйста, флаги нашего любимого цвета. И вот здесь, например, мы с вами можем увидеть марки Тувинской Народной Республики, независимого государства, деньги. Причем, заметьте, сначала алфавит был латинский, да, только потом, уже после перехода в состав Советского Союза, Тувинская Народная Республика стала использовать кириллицу. Вот так выглядели газеты Тувинской Народной Республики. То есть тогда была такая интересная вещь, которую мы-то, мое поколение знает, может быть, молодежь не очень. Тогда считалось как? Ну, а как же может вот строить социализм, ну, и Монголия, и Тува, находившиеся еще на стадии вот феодального строя вроде бы? Была разработана специальная теория некапиталистического пути развития, по которому, минуя капитализм, из феодализма и Тувинская Народная, и Монгольская Народная Республики переходили прямо в социализм при поддержке, естественно, Советского Союза. Советский Союз оказывал независимой Туве помощь в подготовке кадров, в подготовке учителей, врачей, в создании письменности, которой до этого не было, потому что китайцам, как вы понимаете, это было не нужно, да, чтобы у Тувы росло самосознание. И, в общем, главенствующая была Тувинская Народная Революционная партия. Вот, собственно говоря, это зал, посвященный независимой Туве с 21 по 44 год. Вот, заметьте, первые уроки тувинской детворы. Школы еще не было. И даже в городе Белоцарск, будущий Кызыл, сначала было всего одно двухэтажное здание. Остальные здания были одноэтажные. И, кстати, возвращаясь к гражданской войне на территории Тувы, было очень много интересных страниц, о которых тоже мало знают. Итак, когда произошла у нас Великая Октябрьская социалистическая революция, то власть центральная ослабла, конечно, какое-то время. И китайцы вновь как бы попытались захватить Монголию и заодно и Туву, которую они, китайцы, считали частью Монголии. И вот уже в конце 18-го, начале 19-го года китайские вооруженные отряды начинают проникать на территорию Тувы, пытаться как бы ее снова загробастать. И тут, видите, получается интереснейшая вещь. Правительство Колчака, белого адмирала, который в то время контролировал Сибирь, оно пыталось как-то, так сказать, нотами какими-то воздействовать на Китай, что, мол, не надо, зачем. Ну, вы понимаете, тогда действовало право сильного, да, китайцам было наплевать абсолютно на ноты колчаковского правительства, так как они считали, что сила за ними. И вот, летом 19-го года происходит уникальная вещь. Из примерно Красноярского края, сквозь почти непроходимые Саяны, как тогда считалось, вот Тува, она отделена от остальной части России с севера Саянскими хребтами. Ну и сейчас тоже, конечно, да, через которые идут дороги. Тогда через эти непроходимые горы в Туву, в Уренхайский край, как тогда называли, пробилась целая партизанская Красная Армия во главе с Кравченко и Щетинкиным, это народные вожаки, 3000 человек с 15 пулеметами и даже с некоторыми орудиями. Они хотели через Туву, наши красные партизаны, попасть в Туркестан, тогда так называлась Средняя Азия, вот туда, на соединение с советскими силами. Видите, что интересно, вот вы удивитесь. С кем воевали красные партизаны, прежде чем они пошли в Туву, на территории будущего Красноярского края? С итальянскими войсками. С итальянскими. Вот, казалось бы, Сибирь, Красноярский край. Какие итальянские войска-то? Ну, это были союзнические контингенты Антанты, которые поддерживали Колчака. Итак, летом партизанская армия приходит в район Белоцарска, за ними по пятам идет колчаковская армия. Тоже где-то 2500 человек, казачьи части в основном. И вот на территории тогдашнего Белоцарска, нынешнего Кызыла, происходит мощнейшее сражение времен гражданской войны между красными партизанами Щетинкина, Кравченко и белыми отрядами. Партизаны отработали отлично. Вот кто был в Кызыле, знает, да, что прямо по Кызылу течет, Тува, это, кстати, центр Азии географически, есть даже монумент, течет Енисей, который здесь берет свое начало, сливаясь из двух рек. Ну, это, конечно, не Енисей, не Зовьев, но, тем не менее, метров 300, глубокая, холодная река. И Кызыл находится на юге от Енисея. Красные дали казакам, белым, переправиться через Енисей.
Они заняли Белоцарск, радовались там. Командующий Казаков выступал с балкона, говорил, мы сейчас этих красных всех там порвем. Не зная, что в это время с юга, дав белым втянуться в город, красные начинают контрнаступление. Причем, почему красные быстро выиграли? Потому что часть тех, кого казачьи и есаулы мобилизовали в Колчаковскую армию, переходит на сторону красных. Это было побоище. То есть, вот представьте себе, сходится по 2500 человек с обеих сторон у каждого. Потери красных 36 убитых, 44 раненых. Значит, Казаков прижимает к Енисею, и те начинают срочно переправляться в обратную сторону. И многие тонут уже, потому что река быстрая, холодная. По некоторым данным, погибло в этом бою под Белоцарском 500 колчаковцев, еще столько же было захвачено в плен. Но самое главное, знаете в чем? Красные партизаны сохранили тогда независимость Тувы, потому что с юга к Белоцарску подступали монгольские отряды, которые были посланы китайским правительством, которое тогда уже опять Монголию себе подчинило. И они ждали, чья возьмет, то есть тем, чтобы наброситься уже на победителей. Но победа красных была такой молниеносной, полной, что глава монгольского отряда Хатан-Батор Максаржав там принес Щетинкину свои поздравления, сказал, что это выдающийся полководец, что мы ничего против не имеем. На что Щетинкин сказал ему, так сказать, что мы тоже дружим с монгольским народом, но надо вот уйти с территории Уранхайского края. Тем самым независимость Тувы тогда была сохранена. Ну вот видите, кто знает об этом сражении под Белоцарском? Оно было в то время, видите, многие регионы Сибири были освобождены от колчаковцев, даже не наступавшей с запада Красной Армии вдоль Транссиба, а партизанами. Весь Алтайский край, который тогда был частью Томской губернии, Уренхайский край и многие другие районы Сибири. Вот так здесь утвердилась тогда советская власть. Ну вот, собственно говоря, еще раз, межвоенный период развития Тувинской Народной Республики вы здесь можете увидеть, да? Как начиналась новая народная жизнь. Так, друзья, переходим в самое главное, на мой взгляд, зал. Это Тувинская Народная Республика в годы Великой Отечественной войны. Ну, 22 июня 1941 года на нас напал матерый враг, причем это не только Германия, это напала вся Европа практически, да. И у нас многие как-то говорят, ну вот Советский Союз один на один со всей Европой. Это не совсем так, потому что на специальной сессии Тувинского парламента Тувинской Народной Республики была объявлена война Тувы фашистской Германии. Хотя, видите, казалось бы, фронт далеко, Тува не обязана это делать. Тем не менее, была объявлена война. Тувинцы стали собирать для Красной Армии, лошадей своих прекрасных, да, потому что тувинская порода – это морозоустойчивые лошади. Они очень сильно помогли нам под Москвой отбить немцев. Полушубки, валенки. Плюс на деньги, собранные тувинскими трудящимися, покупались целые эскадрильи для Красной Армии, танковые части. И говорят даже, что Тува объявила войну Германии за несколько дней до того, как Черчилль, премьер-министр Великобритании, решил нам помогать. Понимаете? То есть сначала, с июня 1941, мы и Тува вместе воевали против нацистской Германии. Причем тувинцы забрасывали Сталина просьбами добровольцев направить на советско-германский фронт. Еще раз, это было независимое государство. Они могли этого и не делать. В 1943 году разрешение было дано, и начался набор тувинских добровольцев. Это были танкисты, летчики. Но самое главное, чем прославились тувинские добровольцы в годы Великой Отечественной войны, это тувинские конные части. На своих лошадях, в полном бронировании, они уходили отсюда на фронт. И воевать они стали с конца 43-го и начала 44-го именно на территории Украинской Советской Социалистической Республики, оккупированной немцами тогда. Предположим, боевой путь Тувинского добровольческого отряда вы можете увидеть здесь. Вот смотрите, 1 февраля 1944 года тувинцы, прямо на лошадях, с шашками наголо, ворвались в так называемую столицу Рейхскомиссариата Украины, город Ровно. Это то, где находились немецкие главные оккупационные органы на Украине, где действовал наш разведчик Николай Кузнецов. Атака повергла немцев просто в шок. Они разбегались, потому что они считали, что воскрес Чингисхан там, из каких-то глубин Азии, на них набросились какие-то неведомые силы. Придя в себя, они заблокировали тувинцев Ровно. Тувинцы
стойко держались в районе вокзала. Они не сдали ни одного квадратного сантиметра своих позиций, и на соединение с ними пробилась основная часть Красной Армии. Вот, пожалуйста, боевой путь. Более 70 населенных пунктов Украинской Советской Социалистической Республики было освобождено тувинскими добровольцами. Дрались они так, что у Сталина возник вопрос, причем какой? Сталин говорит, надо тувинцев с фронта отзывать назад. Вы спросите, почему? Храбрость и самопожертвование были такими, что Сталин боялся, да, что в какое-то время весь тувинский добровольческий отряд, ну, просто вот пойдет смертью храбрых на поле битвы. Поэтому Сталин отдал распоряжение тувинцев вернуть с почестями домой, что и было сделано. Вот сейчас у нас есть в городе Кызыл и памятник тувинским добровольцам с шашкой, да, и улицы тувинских добровольцев. Понимаете, это еще раз говорю, они могли не воевать, но считали для себя, ну, невыносимым где-то вот отсиживаться в тылу. То есть отсюда и ведут свои традиции героическая доблесть тувинского народа. Вот видите, плакаты, например, да, еще независимые Тувы в годы Великой Отечественной войны, больше хлеба фронту. Каждая облигация государственного займа, помощь Советскому Союзу. Вот тувинские лошадки, над которыми можно смеяться, но без них в глубоких снегах под Москвой нам было бы очень тяжело, конечно. Так что вот, пожалуйста, тувинские добровольцы. С флагом, с шашкой, как положено. Так что, дорогие друзья, это надо помнить. Вот в городе Кызыл, например, была березовая роща. Очень хорошая. Там отдыхали, значит, жители. Она была полностью вырублена. Знаете, на что? На лыжи. И вот когда мы видим отряды советских лыжников, например, под Москвой, которые обходили немцев там по глубоким снегам, отрезали их от линии снабжения, многие из этих лыжников воевали на тувинских лыжах. То есть народ республики не жалел ничего для общей победы. Вот, пожалуйста, да? Дадим для Красной Армии 10 тысяч пар лыж. Вы представляете, что такое 10 тысяч пар? Это дивизия, целая дивизия Красной Армии. Это только один плакат, как вы понимаете. Лыж-то на самом деле было гораздо больше. Так что то, что Советский Союз оказывал народной независимой Туве в межвоенный период большую помощь, тувинцы, конечно, не забыли и считали долгом чести эту помощь вернуть. И вернуть не просто, там, скажем, снабжением, а на поле боя, своей кровью, что они и доказали. Ну, а после Великой Отечественной войны в истории Тувы, ну, был, наверное, самый лучший период развития, как нам говорят многие люди. Нам это очень приятно. Вот у меня здесь медаль, она в честь столетия Тувинского парламента, еще народного, независимого. И промышленность развивалась, и вот представляете, одним из руководителей Тувы, ну точнее самым многолетним советским руководителем Тувы, Тува вступила в РСФСР сначала как автономная область в октябре 1944 года, потом как автономная социалистическая республика она стала. Проводились общесоюзные совещания об оказании содействия Туве в разных отраслях развития. Да, и руководителем многолетним был Салчак Тока, писатель, представляете? Он был не просто коммунист, он был не просто государственный деятель, он был и остается, собственно говоря, выдающимся тувинским писателем. Понимаете, я всем рекомендую, он и переведен, естественно, на русский язык тоже. Вот, собственно говоря, основные штрихи развития Тувы. Сегодня, вот как раз мы находимся в Национальном музее, через буквально 10 минут, товарищи, будет открытие выставки «Советская Тува». Ну как же приятно, да? Вы много таких выставок сейчас знаете в нашей стране. Советская Тува. А здесь советский период чтут, никто от своих корней не отказывается. И нам это, честно говоря, очень приятно. Еще раз поздравляем весь тувинский братский народ и всю нашу страну с 80-летием добровольного вхождения Тувинской Народной Республики в состав Великого Советского Союза. С праздником, товарищи!